2019 год прошел под знаком 25-летия Якутского парламента. За четверть века народными депутатами Якутии всех созывов проделана огромная работа по созданию и совершенствованию нормативно-правового поля республики. Сегодня законодательная база республики считается одной из наиболее полных и качественных в стране. Инициативы народных депутатов Якутии находят поддержку в региональных законодательных собраниях, в Совете законодателей России, Госдуме и Совете Федерации. Предложения Якутии, касающиеся социального развития, государственной политики в отношении коренных малочисленных народов Севера, учтены при разработке многих федеральных законов. В рамках юбилейных мероприятий была организована экспозиция в здании Госсобрания. Молодежным парламентом проведен республиканский конкурс «Моя законотворческая инициатива». Были проведены открытые уроки в школах республики, конкурс сочинений и обзорные экскурсии в здании парламента Якутии. К юбилейной дате издана книга о деятельности Госсобрания за четверть века. Издательским домом «Илтумен» выпущен журнал, презентован юбилейный фильм, разработана новая версия официального сайта. Деятельность Государственного собрания «Илтумен» продолжает совершенствоваться. Согласно новым вызовам корректируются цели и задачи, внедряются современные форматы работы, на новый уровень выходят взаимоотношения с исполнительными органами власти и органами местного самоуправления. Что касается деятельности, за 2019 год Госсобранием «Илтумен» 6-го созыва проведено 8 пленарных заседаний и 3 заседания Совета парламента, на которых принято 418 нормативных правовых актов в сфере государственного управления, социальной политики и науки, культуры, образования, здравоохранения, а также по вопросам собственности и экономического развития республики. Принято 7 базовых законов из 123 и 295 постановлений. 60% всех законов, принятых за 2019 год, внесены народными депутатами республики. В их числе законы о мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны, о статусе многодетной семьи, о государственной поддержке работников агропромышленного комплекса по предоставлению льготных путевок санаторно-курортной организации, о расширении направлений использования республиканского материнского капитала «Семья», об объявлении амнистии по налогам и пеням, признанным безнадежными к взысканию для физических лиц на всей территории республики, об освобождении от транспортного налога лиц, проживающих на территории арктической зоны, о поддержке деятельности студенческих отрядов в республике, о новой методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов республики. Рассмотрено более 100 проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных органов субъектов Российской Федерации. Илтумен внес в Госдуму России проекты федеральных законов, которые касаются вопросов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. Также были внесены проект федерального закона об эпическом наследии народов Российской Федерации и поправки к проекту федерального закона о внесении изменений в закон о недрах по вопросам содержания, лицензии и внесения в нее изменений. За прошлый год было проведено более 80 мероприятий в формате парламентских слушаний, правительственных часов и круглых столов, а также ряд общественно-политических мероприятий и заседаний общественно-консультативных органов при парламенте республики. Проведено 2 заседания Ассамблеи депутатов представителей коренных малочисленных народов Севера при Госсобрании «Илтумен». Также проведено 2 заседания Совета представительных органов муниципальных образований. В 2019 году начал работу молодежный парламент при Илтумене республики 6-го созыва, который проводит координационную работу с молодежью муниципальных районов. Создан общественно-консультативный совет при председателе Государственного собрания Илтумен республики. Первое расширенное заседание прошло в селе Майя Мегино-Кангаласского района 27 февраля 2019 года на тему «Тесеринцев-Сынгыта. Миссия современного села». В нем приняли участие депутаты Госдумы, народные депутаты республики, руководители министерств и ведомств, главы и депутаты представительных органов муниципальных образований, представители общественных организаций образования и науки. Всего в прошлом году было проведено 4 заседания Совета. На последнем были рассмотрены ход реализации республиканских законов о языках в Республике Саха-Якутия и об образовании в республике,
в части обучения на родных языках и план работы Совета на 2020 год. Новым форматом работы стала дискуссионная площадка «Открытый парламент», нацеленная на привлечение общественных активистов к работе над проектами законов, обсуждение законодательных инициатив, анализ правоприменения. За 2019 год проведено 4 дискуссионные площадки по вопросам культуры, сельского хозяйства, поддержки многодетных семей и публичные слушания по проекту бюджета на 2020 год. В 2019 году впервые в истории парламента Якутии закон о государственном бюджете был принят с нулевого цикла. Так, в рамках расширенного заседания Совета Госсобрания были рассмотрены концептуальные основы и ход подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год, а также сценарные условия формирования прогноза социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы. По результатам этого были сформированы рабочие группы с участием народных депутатов республики и членов правительства. Это позволило депутатам еще на стадии формирования основных подходов к бюджету вносить предложения по госпрограммам республики, на основании которых и формируются статьи расходов бюджета. Стало традиционным проводить час эксперта на площадках Государственного собрания Илтумен. Это новый проект в форме парламентского взаимодействия, где ученые, политики, общественные деятели и предприниматели рассказывают депутатам и отраслевым специалистам об актуальных для общества и государства проблемах. В весенней сессии 2020 года в Илтумене планируется проводить муниципальный час. Активное участие Илтумен принимает в мероприятиях Государственной Думы и Совета Федерации, Совета законодателей России, Парламентской ассоциации Дальний Восток и Забайкалье. Председатель Госсобрания Илтумен Петр Гоголев вошел в состав 2 комиссий Совета законодателей России при Федеральном собрании по социальной политике и по образованию и науке. За год работы Госсобрания Илтумен 6-го созыва в рамках 3 заседаний Общего собрания Парламентской ассоциации Дальний Восток и Забайкалье внесло 6 предложений, которые все были поддержаны, в том числе о совершенствовании нормативного регулирования вопросов реализации прав коренных малочисленных народов Севера на отдельные виды традиционной хозяйственной деятельности и безвозмездное пользование земельными участками на территории традиционного природопользования, о субсидировании авиаперелетов на Дальнем Востоке, о необходимости принятия государственной программы Российской Федерации «Дети Арктики», о предложениях в государственную программу комплексного развития сельских территорий, о необходимости заключения соглашения о сотрудничестве между Парламентской ассоциацией Дальний Восток и Забайкалье и Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. Госсобранием Илтумен совместно с правительством республики организованы и проведены мероприятия федерального уровня. В городе Якутске 2 и 3 июня 2019 года состоялся региональный этап Национального лесного форума России, где обсуждены вопросы природопользования, различные проблемы лесной отрасли. Напомним, Госсобрание Илтумен внесло предложение по законодательному регулированию вопросов использования леса, лесоустройства, государственного и муниципального управления в этой сфере, хозяйства, экологии, туризма и земельных отношений. 14 июня 2019 года состоялось выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального собрания России на тему «Законодательные аспекты реализации стратегии развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года». В этот же день Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера провел 2 совещания с участием федеральных органов исполнительной власти, где были обсуждены вопросы государственной поддержки социально-экономического развития республики и обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на примере Якутии. 27 сентября 2019 года в Госсобрании Илтумен состоялся круглый стол на тему реализации национального проекта здравоохранения в субъектах арктической зоны Российской Федерации, по итогам которого предложения республики взяты в работу профильного комитета Госдумы Российской Федерации. Принято решение о создании при комитете рабочей группы по организации медицинской помощи в арктической зоне России, отдаленных и труднодоступных районах. Добавим, что в этом году в Госдуме будут рассмотрены вопросы медицины Севера с участием всех северных регионов. Также Комитет Госдумы Российской Федерации по охране здоровья намерен обратиться в Минздрав России в части
решение вопросов строительства онкологического диспансера и оборудования вертолетных площадок для санавиации. В 2019 году Государственным собранием Илтумен Республики подписан ряд соглашений о сотрудничестве с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по республике, а также Народным хуралом Республики Бурятия и меморандум о намерениях сотрудничества с парламентом провинции Кёнсан-Букдо Республики Корея. 2020 год ожидается не менее насыщенным. Так, запланировано более 100 мероприятий. В марте этого года будет проведен второй съезд депутатов представительных органов местного самоуправления. Планируется подписание 4 межпарламентских соглашений с субъектами Федерации. Будут проведены совместные заседания постоянных комитетов с Заксобранием Приморского края. В июне состоится выездное заседание Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям для обсуждения правового регулирования природопользования в целях развития Российского севера и Арктики. Дальнейшая работа будет строиться из тех приоритетов, которые поставлены в послании главы Республики Саха-Якутия Государственному собранию Илтумен.